утро, Республика! С вами снова программа «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». В студии работают Руслан Ачиров, Полина Долинская, друзья. И сегодня не просто вторник, сегодня 1 марта, первый день весны. После затянувшихся зимних дней так хочется тепла, радости, нежности. Первый день весны не всегда несет в себе потепление или ощущение приближающихся солнечных деньков. Однако одна только мысль, что уже наступила весна, греет сердце и радует душу. Полина, кстати, как часто ты сидишь в соцсетях? Постоянно, телефон — это уже давным-давно и работа, и отдых. Утро начинается с того, что я просматриваю социальные сети, постоянно. Скажи, наверное, у тебя есть любимые интересные блогеры? Насчет блогеров тут я не уверена. У меня есть пару коучей, которые рассказывают интересную информацию, которая всегда будет полезна, можно всегда что-то открыть для себя новое и, конечно же, что-то новое для себя узнать. Я не зря спрашиваю тебя, потому что сегодня мы поговорим в том числе о блогерстве, о социальных сетях, и в этом нам поможет известный блогер Кролик Бро. Дорогие телезрители, присоединяйтесь к нам, у нас будет очень интересно. И, кстати, сегодня вы также узнаете, что в Якутии представят уникальную выставку «Национальные сокровища России». Ценности Госфонда страны можно будет увидеть в залах сокровищницы республики уже в апреле. Какие изделия украсят выставку и чем удивит эта экспозиция? Сегодня день эксперта-криминалиста. Об этой работе мы расскажем и, главное, покажем. Помимо этого вас ждут традиционные рубрики вторника, даты и события, книжная полка, и, конечно же, говорим правильно. Друзья, напоминаем, что мы всегда с вами на прямой связи. Вы всегда можете писать нам сообщения по номеру WhatsApp 8 914 273 44 88. Рассказывайте, с каким настроением вы встречаете первый весенний день, какие у вас планы на эту неделю, да и вообще, как ваше настроение. Делитесь им с нами. Мы двигаемся далее, и мы с вами поговорим о комплиментах. Знаете почему? Потому что сегодня Всемирный день комплимента. Полина, ты вообще часто делаешь комплименты, кстати? Я стараюсь их делать часто, но я думаю, что если слишком много их делать, то они немножко обесцениваются. Нет, хороший комплимент — это всегда очень приятно. Я если честно, очень люблю делать комплименты, даже особенно, когда идешь по городу. Просто видишь, человек идет, о чем-то своем задумался, хмурый, погружен в свои мысли, и просто подходишь: девушка, у вас такое красивое пальто, и сразу человек расцветает на твоих глазах. Мне кажется, очень чудодейственными силами вот именно как раз-таки комплименты обладают. Да, действительно, я с тобой абсолютно согласен. И, кстати, о том, когда был точно учрежден этот праздник, точно такой информации нет. Также нет и единого мнения о точной дате его проведения. Одни предлагают отмечать этот праздник 1 марта, а другие, например, 21 марта. Главное — это идея учреждения праздника, спонтанного желания простых людей делать один из дней более ярким, теплым и по-доброму запоминающимся и сближающим. Какие еще даты сегодня отмечают, мы узнаем далее. На календаре 1 марта. Сегодня отмечают Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день комплимента, День экспертно-криминалистической службы системы МВД России, День хостинг-провайдера, День кошек, Международный день блина. По народному календарю наступает Ярилин день. От солнца земля нагревается, ярится. К нему тянется все живое, чтобы набраться сил и окрепнуть. Ярила был не только богом солнца, но и богом плодородия. А потому беременные женщины в этот день старались погреться на солнышке и набраться сил для вынашивания ребенка. В этот день Мишель де Нострадам, известный под псевдонимом Нострадамус, опубликовал свои первые предсказания в книге под названием «Пророчество Мишеля Нострадамуса». Ремингтон начал производство первой пишущей машинки. Был представлен промышленный образец, достаточно надежная и удобная модель пишущей машинки. В Амурской области Российской Федерации по указу президента России был образован новый государственный испытательный космодром, получивший название «Свободный». 2 года назад в России был принят закон об учреждении почетного звания «Город трудовой доблести». В этот день родились Сандро Боттичелли, итальянский живописец эпохи Возрождения; Вера Менчик, русская шахматистка, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин;
Нина Сазонова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Ирина Купченко, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Владислав Листьев, советский телеведущий и тележурналист, первый генеральный директор ОРТ. Томас Андерс, немецкий поп-певец, актер, композитор, бывший солист группы Modern Talking. Именины сегодня отмечают Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил и Юлиан. Социальные сети – это уже неотъемлемая часть нашей жизни. Для некоторых это интернет-площадки для общения, обмена информацией, ну и контентом. А для прочих социальных взаимодействий, для многих это еще и работа. Сегодня социальные сети, они охватывают как раз-таки миллиарды активных пользователей по всему миру. Действительно, но есть и другая сторона медали. Социальные сети все чаще используются в качестве эффективной среды распространения, например, ложной информации. Поэтому, общаясь в социальных сетях и читая информацию, размещенную там, важно отличать истинные и реальные факты от фейка. Ну и тем более нужно как-то фильтровать ту информацию, которую вы получаете, и не продолжать ее дальше распространять, потому что фотошопом, как оказалось, теперь у нас умеют пользоваться многие. Действительно. Ну а сегодня мы пригласили в гости для нашей небольшой беседы известного блогера Семена Ларионова, больше известного как Кролик Бро. Йоу, всем привет, всем здравствуйте, всем доброе утро. Доброе утро. Семен, как тебе обращаться? Семен или Кролик Бро? Сема. Сема, отлично. Сема, у тебя 44 тысячи, больше 44 тысяч подписчиков в Инстаграме, почти 30 тысяч в ТикТок, есть свой блог в Ютубе, там у тебя больше 4 тысяч подписчиков. Вот какая социальная сеть из этих тебе ближе? Знаете, я такой более разносторонний человек. Я как бы занимаюсь музыкой, занимался танцами, битбоксом. И как бы в сфере блогинга я стараюсь охватывать все, короче, получается. Но в основном базируюсь в Инстаграме. С Инстаграма я перетащился в ТикТок. Затем с Инстаграма также я перетащился в Ютуб. В Ютубе я провожу стриминги, то есть игры в прямом эфире. И снимаю какие-то ролики. В ТикТоке это как бы я вторично отношусь к этому, а самая основная платформа это для меня, скорее всего, Инстаграм. Ну, на днях у нас все переполошились, и даже были такие в страхе, паники о том, что закроют Инстаграм. Что вы будете делать в таком случае? Ну, в завод пойду. Шучу. Я работаю рекламным менеджером в магазине. То есть ты рекламный менеджер в магазине? Да, я рекламный менеджер в магазине. Вот, и как бы работаю и там, и еще у меня есть 2 магазина. Но я их продвигаю через Инстаграм, получается. Все 3 магазина продвигаю через Инстаграм. И сейчас я потихоньку переключаюсь в Телеграм. Ну сейчас, да, в том числе даже я тоже пошел за всеми, думаю, надо, на всякий случай сделать канал в Телеграме. Да, но в Телеграме слишком много, знаете, таких, если там сидеть, качество, если смотреть продукции, то это удобно. Нормально. Но там есть очень много таких пабликов, так скажем, да, групп, которые есть с нужной информацией. А с чего вообще началась ваша именно блогерская деятельность? Кстати, да, вот сейчас мы видим на экранах это Инстаграм и ТикТок, да? Да, это у меня Инстаграм. Я снимал. Ну, понимаете, у меня когда вот все вложение, которое идет доход с Инстаграма, с Ютуба, я это все вкладывал на аппаратуру. У меня есть компьютер, микрофон и все вот это. У меня есть своя комната, так сказать, тещина комната, которая на рынке называется. Вместо туда, чтобы положить вещи, я сделал свою маленькую комнату. Студия, да? Да, мини-студия, там газон у меня, светодиодные, компьютерные кресла. Это большая тещина комната. Ага. Вот, у меня такая комната есть, и я влаживаюсь в контент, в качестве контента, с длинным микрофоном и так далее. Я стараюсь это использовать, изучаю всякие программы, как-то так. Ну, то есть получается, что, в принципе, вот сама вот эта деятельность, блогерства, она достаточно самоокупаемая. То есть она позволяет приобретать оборудование, делать контент качественнее, да? Да, конечно. Ну, кроме того, мы начали наш разговор о том, что кроме развлекательного контента, информационного, есть еще и ложная информация, которую люди буквально расхватывают через социальные сети. Чувствуешь ли ты ответственность за ту информацию, которую ты даешь своим зрителям? Да, я частенько начинаешь проверять, если мне какая-то реклама приходит, например, ты заходишь на эту страницу и смотришь, какой там актив,
не накручены ли лайки, вот эти вот, просто статистику у них. Вот, ну и как-то так ты определяешь. Ну, я уже 4 года в этом Инстаграме как бы учусь, и могу определить, это накрученная страница или не накрученная. Ну вот, допустим, от тебя совет какой-то, вот, может, какие-то алгоритмы, как простому человеку, например, определить, можно проверить какую-то информацию о той же рекламе, например. О той же рекламе, например, Инстаграм позволяет как бы смотреть лайки. Вот, ты зашел, смотришь, например, 400 лайков какого-то поста, ты заходишь туда и можешь... Кто лайкнул, да, кто вот этот лайкнул, список? там выходит список, и можешь прокрутить. Если накрученные, то есть страницы, то есть лайки, они бывают там аккаунты с Арабских Эмиратов, там, не знаю, из США, из Турции. Вообще левые аккаунты, которые начали лайкать не в тему аккаунт, который находится Хотя где-то на рекламируют севере. какие-то услуги, которые предоставляют только в Якутске, да? Вот, и- Доставка питьевого льда, да? Да. В Арабских Эмиратах. Да. То же самое. Вот так и можно определить, как бы. Ну, это самый первый вариант. А вообще большая конкуренция именно в Инстаграме среди других блогеров? Не знаю, я конкуренции не вижу, как бы. Но, знаете, мы, блогеры, никто ни с кем, скорее всего, не конкурирует, потому что при встрече мы всегда вот такие, как бы ты не знаешь его, ты с ним вот так не здоровался, но когда встреча, йоу, вау, как будто ты его 5 лет знаешь, такой, чё, как дела, брат, нормально. Типа, как статистика, и так, обмен этими, как сказать, опытами, советами. Вот тебе этого не хватает, тебе вот этого, ну, как-то так. Ну вот, а помимо блогерства, ты недавно начал заниматься спортом. Что тебя туда привело и что тебе это дает? Знаете, как вам сказать, 4 месяца назад, вот, да, если так посмотреть, я начал заниматься спортом, а 5 месяцев назад, до того, как я начал заниматься спортом, я просто сидел дома и занимался блогингом, так сказать. Вот, и как бы у меня зарплата от блогинга там нестабильная. Это в зависимости от рекламы. Как реклама зайдет, что пойдет. И как я начал заниматься спортом, и у меня мозг начал что ли по-другому работать, и я жестко мотивирован. Ну, как бы утром пришел, позанимался, и когда идешь на работу, ты весь такой заряженный уже, понимаете, энергетика прет. Сейчас буду макеты делать. И Здорово. хорошо будет. Ну, кстати, Сема, мы продолжим разговор буквально после небольшой паузы, но так можно подвести итог, что в принципе здоровый образ жизни, спортивный, да даже та же утренняя зарядка, они всегда, конечно, помогают привести вас в тонус и дарят бодрый день. Давайте прервем сейчас на небольшую паузу. Доброе утро, друзья! Всем, кто начинает свой день вместе с нами, тем, кто проснулся и с самого начала смотрит нашу программу, а также тем, кто только присоединился. Это программа «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Первый гость нашей студии нам рассказывает о блогерстве, а также, оказывается, на этом можно еще и зарабатывать. Сема, расскажи, вот как можно монетизировать свое нахождение в социальных сетях? Может быть, даже начать, как начать, да, то Да. есть Вообще, стать как блогером, начать да. блогинг? Конечно. И потом уже, как это можно превратить в какую-то В монетизацию. доход. Не знаю даже, если честно сказать, потому что, пример, как я вышел. Мне друг как-то написал, напиши рэп про нашу деревню, про Нахал. Типа. Я такой написал, начал писать, и я год где-то в деревне не был. Я такой пишу, и она какая-то лиричная стала, короче. Какая-то Воспоминания, с любовью, да. да, вот эти вот лирика такая. Я зачитал, на видео отправил ему, и он такой говорит, ну это хорошо, но может что-нибудь покруче, типа там, йоу, мы гангстеры, там, всех бьем, там. Я такой, так не получается, короче. Я это потом видео скинул в Инстаграм, и она разлетелась. И начали подходить подписчики. Начали подписываться, я такой, типа, ага, вот как это работает. И начал читать рэп. Начал специально для Инстаграма писал текста, минусовки. И люди опять же начали подписываться. И я такой понял, ага, это круто. Что я еще умею? А, я же битбоксер. И начал выкладывать битбокс. Битбокс это который... Вот. И вот это взял и выложил, и все такие типа, вау, он еще и битбоксер. Потом начал снимать вайны. Начал вайны снимать, они такие, он еще и вайнер. Потом делал эти квадрат, например, один на видео. А здесь типа рэп, и как бы все вот это вот все совмещал, и выходило так, как будто все сам делаю, и это типа рэп. Все такие типа, вау, он талантливый.
И как-то так начали подписываться. Насколько я знаю, вообще у тех, кто хочет продвигать там свои товары, услуги именно в Инстаграме, то есть на твоем примере ты показал о том, что подписчики живые приходят как раз-таки от живого общения. Да. Но у многих ведь есть страх камеры. Выйти на камеру, поговорить, они да, боятся. да, Вот как есть. это преодолеть, как перебороть себя? Я думаю, скорее всего, надо путем монтажа изучить азы монтажа, ну, обычно на телефоне. Например, как я делаю иногда. Когда есть длинный текст, который надо выговорить, я такой сижу: «Всем привет!» Этот момент вырезаю, потом типа говорю: «Я пришел в Якутию 24», это вырезаю, вставляется, и, знаете, видео получается более динамичное. Она не так, как будто однотонно идет, а более более быстрее и более информативно. Ну Вот, да, я действительно, думаю, потому что сейчас даже тот же взять, ну, это мода, да, вот ТикТок, допустим, Да. там Да. все видео, все короткие. Да даже войны начинали же с 5 секунд, ну, по-моему, да, да? 6 секунд тогда. 6 секунд, да. Сторис Инстаграма 15 секунд. Вот, надо всегда все уложить в очень в короткий промежуток Да, времени. поэтому монтаж, я думаю, это один из самых важных факторов, чтобы набрать себе подписчиков. Ну, как бы, надо знать. А как на моменте монтажа, то есть человеку не знающему, понятное дело, он может заморочиться, замучиться в момент монтажа, как не бросить это все, сказать: ой, не надо. И пускай. Не выходила я никогда, не монтажировал. И... Слушай, а мне кажется, я могу ответить. Если не нравится, то не занимайся. Ну а как же продвигать свой тогда канал? Ну, это же, знаешь, как... Ну, вот тебе нравится, то есть то, что ты делаешь. Да, мне нравится как бы изучать что-то новое постоянно. И если монетизировать что-то, хочешь как-то выйти на публику, я думаю, сейчас на ТикТоке надо. Потому что ТикТок, она более, так сказать, быстрее распространяется. Когда ты выкладываешь видео, она дает рекомендацию 5 людям. Если один человек лайкнет, досмотрит до конца, то он еще 5 дает. Вот такая у него система, как делает. Идет. Ну, сетевой маркетинг, грубо говоря. Вот, да. Ну вообще, что я могу сказать про ТикТок на сегодняшний день? Как раз-таки это социальная сеть. Это уже переросло тот этап, когда там были танцы просто, какие-то гримасы, какие-то кривляния. На сегодняшний момент там даже можно потреблять больше информационного контента. Да, какого-то. да. Рецепты, вот эти вот всякие. Да. А бывают ли такие моменты, когда ты устаешь от этого и думаешь, все-таки как же это тяжело там, поддерживать такое большое количество соцсетей и быть на связи с подписчиками? Бывает такое, что желание, Эмоциональное выгорание? да, закрыться или, не знаю, там, отдохнуть неделю, 2, может быть, больше? Не, в это время я иду в зал и вообще грушу и опять заряженный. То есть ты нашел как бы отдушину тоже Да, в да, спорте да. для вот. разрядки? Ну, я думаю, мы можем подытожить как бы нашу беседу. Друзья, не бойтесь камеры, не бойтесь действовать. Ну и, конечно же, занимайтесь спортом. Ну и почаще улыбайтесь. Ну, а напомню, что с нами был Семен Ларионов, больше известный как Кролик Бро. Сема, тебе большое спасибо, что, Спасибо, что позвали. посетил нашу программу. Вот. Ну что, друзья, ну а сейчас мы передаем слово нашим новостным обозревателям. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! В Алтумене состоялся правительственный час о ходе исполнения госпрограммы по развитию арктической зоны республики и коренных малочисленных народов Севера. На ее реализацию в прошлом году направлено 249,5 миллионов рублей. Фактическое освоение составило 240 миллионов рублей или 96%. По проекту «Местные кадры в промышленность» трудоустроен 371 человек из числа жителей северных арктических районов, в том числе 232 человека – это молодежь до 35 лет. 269 человек трудоустроено вахтовым методом на сезонные работы. Кроме этого, на развитие предпринимательской инициативы в качестве материальной помощи были выделены средства 15 гражданам. Появилась новая программа «Дети Арктики». Дети Арктики должны летом выезжать в центральные районы, регионы, отдыхать. Это программа совершенно новая и, конечно же, даст большой такой настрой, хороший настрой к оздоровлению детей. И мы видим вот по сегодняшнему отчету, как промышленность, значит, более внимательно относится к проблемам тех территорий, где они работают.
Креативных лидеров региона выберут в рамках сотрудничества представителей Федерации креативных индустрий и Корпорации развития республики. Якутия – третий регион страны, где проведут такое исследование среди не менее 200 лидеров мнений и экспертов 11 индустрий, значимых для экономики нашего субъекта. Участники отберут кандидатов по следующим критериям: стремление и способность создать общее видение развития в своей категории, поиск и использование новых методов, высокие профессиональные стандарты. Результаты опубликуют уже весной этого года. Сам проект, он позволяет выявить через экспертный опрос тех людей, от которых в первую очередь зависит рост различных индустрий. Понятно, что нам нужно будет очень сильно сориентироваться на внутренний спрос, на внутреннее производство, и поэтому понимать, у кого, что называется, в руках наилучшие позиции по различным направлениям, это возможность как раз правильной кооперации. И на сегодняшний момент, собственно, тот проект, который мы делаем, мы видим, что это всегда то, что действительно имело наибольший эффект влияния на свои сектора. И, соответственно, только с такими людьми мы можем что-то построить. Более 7 тысяч воспитанников Дворца творчества детей сейчас занимаются в кружках в очном формате. На традиционную форму доп. Образования перешли ровно неделю назад, но поэтапно. Сперва открылись танцевальные, вокальные и прикладные кружки, а затем кружки английского языка и математики. Очные занятия проводят четко, соблюдая санитарные требования. То есть на каждый кружок допускается максимум 15 детей. Очный формат все-таки очень нужен детям, потому что, наверное, наряду с безопасностью детей надо обязательно смотреть, чтобы у них не ограничивались возможности для развития. Потому что именно в очном формате дети здесь занимаются и не только развиваются, но и учатся общаться с другими детьми, коммуницировать. А это очень полезно затем уже во взрослой жизни. Доброе утро, друзья! Мы рады всех приветствовать на канал Якутия-24 НВК Саха. В эфире «Утро Якутии», в студии Полина Долинская и Руслан Ачиров. И мы продолжаем. Ровно 103 года назад, в 1919 году, при системе уголовного розыска был создан кабинет судебной экспертизы. Первое экспертное подразделение в органах внутренних дел. Направлений в деятельности криминалистов великое множество. От выявления фальшивых купюр до проведения сложных тестов на обнаружение наркотиков. Чуть подробнее с работой криминалистов познакомился наш коллега. Сегодня свой персональный праздник отмечают эксперты-криминалисты. Для многих из нас, конечно же, в первую очередь люди этой профессии ассоциируются с такой экспертизой, как дактилоскопия, снятие отпечатков пальцев, что, собственно, сейчас мы и будем делать. Но это далеко не единственный вид исследований, который проводят специалисты этой профессии. Также эксперты проводят баллистические экспертизы, химические исследования, выявление фальшивых купюр. Работа криминалистов – это огромная помощь для следствия. Кстати, опытный эксперт-криминалист может практически на ощупь определить поддельную купюру, даже если подделка очень хорошего качества. Но, как говорится, ощущения к делу не пришьешь, и надо проводить исследования. Года где-то 2 купюры в месяц. И в основном 5000-е приходят. Александр Рыкунов по образованию химик. Но судьба распорядилась так, что после института он попал в эксперты-криминалисты. Я начинал свою службу с 2009 года. Пришел, когда еще была милиция, под конец, скажем так, милиции. Меня позвал мой хороший знакомый. В детстве я не думал, что я стану, честно, милиционером или полицейским. Но после того, как я попал сюда, я понял, что это очень интересная и увлекательная работа. Еще бы, ведь работает Александр в лаборатории ДНК-исследований. И, по его словам, каждая экспертиза – это как маленькая научная работа. Наш отдел исследует именно ДНК. Если раньше генетическая экспертиза в силу своей трудоемкости и назначалась исключительно по резонансным и тяжким преступлениям, то сейчас следы биологического происхождения, пригодные для геномной информации, отрабатываются по расследованию большинства преступлений. Мы исследуем ДНК и определяем конкретный генотип человека. Работа с ДНК – очень трудоемкий и дорогостоящий процесс. За год через лабораторию проходит свыше 3000 образцов. Но именно эти исследования являются стопроцентной доказательной базой для суда.
Допустим, был обнаружен нож, да, и ДНК-экспертиза может определить именно, кто трогал этот нож и чья кровь на клинке ножа. Даже если преступник стер свои отпечатки пальцев, все равно биологические следы остаются. То есть в этом отношении ДНК дает намного больше информации, чем классические виды экспертиз. Если есть конкретный генотип человека, с кем можно сравнить, мы делаем сравнительную экспертизу. Если же выйдет генотип неизвестного человека, есть федеральная база данных геномной информации, по которой мы и проверяем. База существует около уже 10 лет. Каждый год она увеличится на около сотни тысяч человек. В основном это заключенные под стражей по тяжким либо особо тяжким преступлениям. Еще один плюс ДНК-исследований – их долговечность. Даже через десятки лет ДНК сохраняется и может послужить доказательством вины или невиновности. Последних могу вспомнить дело по алданскому насильнику, который было очень старое. В 2008 году вроде это было. И только в 2019 или 2020 году к нам попали вещдоки непосредственно, и мы их исследовали, и там был обнаружен непосредственно генотип подозреваемого лица. Спустя более даже 10 лет все равно ДНК сохраняется, и мы можем найти определенные ответы. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Но мы, в свою очередь, поздравляем экспертов-криминалистов с их профессиональным праздником. Ну и, конечно, благодаря их работе многие преступления можно, конечно, гораздо быстрее расследовать. Мы двигаемся далее, друзья, и ни для кого не секрет, что последние 2 года у каждого человека в гардеробе есть неотъемлемая вещь, такая как маска. Друзья, все можно пустить в дело. И мексиканские исследователи начали как раз-таки использовать защитные маски для производства батарей. Специалисты из Института научно-технических исследований мексиканского города Сент-Луис-Потоси разработали проект по переработке использованных масок для лица для создания экономичных батарей. По словам исследователей, новая технология позволяет производить тонкие и недорогие батареи, что способствует сохранению экологии во времена пандемии COVID-19. Они используют переработанные материалы для создания технологического продукта, который может быть широко используемым и практичным в будущем. Мы очень довольны нашим достижением, ведь оно позволяет нам вносить свой вклад в общество, особенно в условиях нынешней пандемии, которая, помимо проблем со здоровьем, несет риск для экологии. Переработка использованных защитных масок проходит в несколько этапов. Сперва исследователи проводят дезинфекцию материалов при помощи спирта и ультрафиолета, просушивают их и разделяют на слои, после чего маски покрывают химическими компонентами, и специалисты приступают к сборке батарей. Тем не менее, как отметил другой сотрудник института Джаред Руссо, исследователям также предстоит решить другие проблемы в ходе реализации этого проекта. Это проблема, которая выходит за рамки нашего учреждения. У нас уже есть устройства такого рода из различных частей. Как их подготовить для широкого применения – вот в чем вопрос. Также необходимо работать над другими вопросами касательно социального взаимодействия, финансирования и работы на уровне компании. Сейчас мексиканские исследователи решают вопрос о применении этого продукта для массового использования. Также работают над другими вопросами касательно социального взаимодействия, финансирования и работы на уровне компании. Действительно, никогда не знаешь, какие вещи могут пригодиться и еще дополнительно принести пользу. Ну а мы продолжаем. В Якутии представят уникальную выставку «Национальные сокровища России. Москва-Якутск-2022». Ценности Госфонда страны можно увидеть в залах сокровищницы республики уже в апреле. Выставка приурочена к 100-летию образования Якутской ССР. Какие изделия украсят выставку и чем удивит экспозиция, смотрите в материале Айсены Бурнашовой. Большая императорская корона – реплика, ничуть не уступающая оригиналу. Ее создали смоленские мастера в 2012 году как отражение ювелирного искусства 21 века. Корону украшают более 11 тысяч бриллиантов, десятки белых жемчужин, выстроенных в 2 ряда. Венчает изделие редкий по величине камень – турмалин.
Большая императорская корона, настоящая, подлинная, хранится в алмазном фонде Московского Кремля. Это международная традиция. Они не покидают стен своего хранения. А вот те предметы, которые сделаны по мотивам крупных исторических памятников, они имеют право покидать хранение. Вместе с короной также максимально приближенными к оригиналам изделиями являются скипетр и держава. Впервые в истории гохрана России эти регалии предстанут на выставке комплектом. Уже в апреле их и еще около 100 ценностей смогут увидеть жители республики. Ювелирные работы 19 века, изделия 20-го столетия, памятники нумизматики. Гордость коллекции – именные алмазы, названные в честь якутских деятелей. Они также поедут в республику впервые. Амосов, Исидор Барахов, Платон Аюнский, Аржаков. Эти камни были найдены на территории Якутской республики. Это знаменитые трубки «Мир», на весь мир знаменитые, и трубки «Удачные». Мир драгоценного камня, он безгранично велик. И важны не только стоимости, но прежде всего важно уважительное отношение к тем людям, в честь которых они названы. На выставке в Якутске также будут представлены и голограммы банта Склаважа и ордена Святой Екатерины. Трехмерные изображения неотличимы от настоящих, исходных. Они передают и игру бриллиантов, и блеск камней, и объем настоящих изделий. И люди могут совершенно доступно ознакомиться с предметами, которые на самом деле хранятся в Московском Кремле на выставке «Алмазный фонд». Но, как мы с вами знаем, предметы выставки не могут покидать стен своего постоянного экспонирования, а вот в виде голограмм мы как раз можем широкой общественности и показать. Сокровища на пластинах один в один, как в Московском Кремле, а еще экспонаты, дошедшие до нас сквозь века, шедевры, которые создавались кропотливым трудом ювелиров. Выставка гохрана России уникальна и однозначно станет одним из знаковых культурных событий, посвященных столетию образования Якутской ССР. Айсана Барнашова, Виктор Олесов, Москва. Слушай, Полина. у меня уже на апрель появились планы. Я точно знаю, куда я пойду и что я хочу увидеть своими глазами. Действительно, очень красивая экспозиция. Полина, скажи, а вот, допустим, например, украшение от скольки карат тебя бы просто привело в восторг? От карат. От карата. Просто я люблю украшения и все. Ну тут как бы я даже не могу, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но чем больше, тем лучше. Конечно, чем ценнее украшение, тем лучше, друзья. Но, а мы вам расскажем, как реквизит на $200 тысяч был украден с места съемок исторического драматического сериала «Корона». Об этом сообщило издание The Sun. Уточняется, что со съемочной площадки шоу похитили драгоценности, антиквариат и столовое серебро. Среди предметов была копия яйца Фаберже, подаренного дедушке королевы Елизаветы Георгу V в 1933 году. Также были украдены канделябры, украшения, напольные часы и птичья клетка. На место происшествия была вызвана полиция. В настоящее время она разыскивает грабителей. Представители правоохранительных органов пояснили, что воры ограбили 3 автомобиля с реквизитом. Банде удалось получить доступ к грузовикам, взломать их и совершить кражу. Продюсеры невероятно внимательны к деталям, и каждая вещь была подобрана с особой тщательностью. Такая большая потеря – это просто душераздирающе, отметил источник издания, знакомый с ситуацией. Создатели «Короны» пытаются найти замену реквизиту. Компания Netflix утверждает, что этот инцидент никак не отразится на графике съемок. Да, ну что, вот такая новость со съемочной площадки. Но на самом деле... Я сразу вспомнила фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Надо внимательнее следить за вещами, когда входишь в помещение. Ну, и мне кажется, реквизит на $200 тысяч, а вокруг камеры на миллионы долларов, да, то есть, в принципе, даже, наверное, был выбор. Но, конечно, это очень плохо, когда происходят такие события. Я думаю, что желаем скорейшего нахождения грабителей, ну и, конечно же, возврата всех ценностей. Но мы продолжим. В словарный состав русского языка входят не только исконно русские слова, но и заимствованные из других языков. Чаще всего новые слова приходили из стран, с которыми у российского государства было много экономических, культурных и политических связей, а также военных конфликтов. Так, во времена Золотой Орды в русскую речь вошли отдельные слова из тюркских языков, например, такие как базар, башка, караул,
Казан. А в период принятия христианства на Русь из греческого языка постепенно пришли слова, которые были связаны с повседневным бытом, наукой, просвещением и религией. Это слова алфавит, диалект, грамматика, ангел, икона, монастырь. Из латыни русский язык заимствовал такие существительные, как администратор, министр, цензура, диктатура, политика, революция, конституция и физика. Друзья, давайте посмотрим нашу рубрику «Говорим правильно» и будем знать, как правильно говорить даже в заимствованные слова. Доброе утро, дорогие телезрители! Во время наших встреч мы с вами уже не один раз вспоминали слова Александра Сергеевича Пушкина о том, что русский язык переимчив и общежителен. И благодаря этому свойству в наш язык попадает очень много заимствований. Источником этих заимствований были разные языки в разные эпохи. Так, во времена татарского ига в русский язык вошло очень много тюркских слов. А во времена правления Петра I в русский язык пришли слова из немецкого языка. А вот 20 и 21 век – это были века, когда в русский язык попадали слова из английского языка. Примером таких слов может быть нетворкинг. Дословно это слово обозначает создание деловых связей, знакомств. Иными словами, вы создаете вокруг себя круг профессионалов. И к этим профессионалам вы можете обратиться за советом, найти нужного специалиста, который вам лично не знаком. Но благодаря вот этим сети знакомств вы с ним можете завязать какие-то контакты. Давайте говорить грамотно. Всего доброго! Кстати, больше всего за русский язык и за правильность русского языка, конечно же, агитировал и продвигал его Александр Сергеевич Пушкин. За это мы его и любим. А особенно мы еще и любим его за его произведения. Кстати, ты же, наверное, знаешь вот это стихотворение «Я вас любил, любовь еще, быть может». Конечно, эти строки знают абсолютно все, думаю. И, в принципе, всегда всех творческих людей, всех поэтов всегда вдохновляли прекрасные женщины. Ну а вашему вниманию мы представляем постоянную рубрику «Книжная полка». Доброе утро! Сегодня мы бы хотели рассказать о стихотворениях, посвященных прекрасным дамам. На сайте Национальной библиотеки вышла тематическая виртуальная выставка под названием «Дарю тебе любви слова». Там мы собрали стихотворения великих русских поэтов XIX и XX веков. Они посвятили свои стихотворения своим любимым женщинам. Как пример мы бы хотели привести стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Мадонна». Это стихотворение он посвятил своей жене Наталье Николаевне Гончаровой. В этом стихотворении он уподобляет ее картине Мадонны и использует такие прекрасные слова, как «чистейшей прелести, чистейший образец». Стихотворение «Я встретил вас, и все былое» поэт Федор Иванович Тютчев посвятил своей прекрасной даме под инициалами К.Б., то есть баронессы Крюденер. Также мы хотели бы отметить поэта Серебряного века Александра Блока. Стихотворение «Она молода и прекрасна была» он посвятил своей жене Любови Дмитриевне Менделеевой. Она была не просто его супругой, но и музой. Также из поэтов Серебряного века мы бы хотели отметить стихотворение «Заметался пожар голубой» поэта Сергея Есенина. Оно было посвящено известной актрисе Августине Миклашевской. Небезызвестно, что Сергей Есенин посвящал много стихов прекрасным дамам, но именно в этом стихотворении произведение было написано как исповедь, и автор признается, что до этого он не знал, что такое настоящая любовь. И ради этой женщины он готов кардинально поменять свою жизнь. Кроме этих прекрасных стихотворений, конечно же, было написано прекрасным дамам, великими поэтами, много стихотворений.
Все эти стихотворения вы можете посмотреть в этой виртуальной выставке, а также прочитать книги в стенах нашей национальной библиотеки. Отдельно я хотела бы отметить поэта нашего якутского Петра Никодимовича Черных-Якутского. Он был первым якутским поэтом, который писал на русском языке. Сборник стихов под названием «Тихие струны», которое было выпущено в 1909 году. В этот сборник вошли его самые лучшие стихотворения. И разрешите мне прочитать стихотворение «Летнюю ночью». Это стихотворение было посвящено некой Эльзе. «Помнишь, друг мой, когда гасла вдали золотая заря, между гребнями гор, и, спустившись с небес, тени ночи легли и одели полей необъятный простор? Помнишь час тот, когда мы с тобой вдвоем шли дорогой, обвитой туманой и мглой? Было тихо, безмолвно и чутко кругом, и горела звезда в высоте голубой». Эта книга хранится в нашем научно-исследовательском центре книжных памятников. Вы можете также посмотреть ее в электронной библиотеке Национальной библиотеки. На днях якутская делегация в составе 13 человек приняла участие в международной научной конференции школьников Expo Sciences Asia 2022 в городе Дубае. Престижное мероприятие проходит под патронатом президента Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Это руководитель делегации Малой академии наук Якутии Максим Сорочинский и ученик 8 класса физико-технического лицея имени Владимира Ларионова Артем Мардин. Доброе утро. Доброе утро. Максим Анатольевич, расскажите, пожалуйста, как для делегации прошло мероприятие? Вообще, сколько человек представляли нашу республику? Ну, как уже вы сказали, делегация была в составе 13 человек. Это вот только делегация из Якутии Малой академии наук. Помимо этого, также принимали участие школьники из гимназии при МГУ и из школы, тоже гимназии Святого Василия. То есть у нас была такая достаточно обширная российская делегация, порядка 30 человек. И, соответственно, мы все вместе принимали участие в данном мероприятии. А из каких районов были отобраны участники? Участники были отобраны из Нерюнгри, из Мирного, из Сунтарского улуса и из города Якутска. То есть география, в принципе, была довольно обширная. И мы смотрели участников, которые принимали участие уже в наших мероприятиях. Это «Шаг в будущее», это мероприятия, которые мы проводим совместно с Сириусом, так как являемся региональным центром по поиску и поддержке одаренных детей. И также проходил еще второй отбор, это организация Милсет, которая непосредственно является организаторами вот данного экспо, данного мероприятия. Артем, поделитесь своими впечатлениями. Поездка мне очень понравилась, потому что это была моя первая поездка за границу именно по научной деятельности, и все было организовано на высшем уровне. То есть все было очень хорошо. Как вы вообще попали туда? Я с 6 класса примерно участвовал в научных конференциях, которые проводятся МАНом и не только. Занимал места когда как, и вот так в один раз пригласили меня, получается. А какие в целом вот работы представили наши ребята и по каким критериям проводился этот отбор? В целом, на самом деле, работы были разнообразны. Вот, например, у Артема работа была связана с космосом, то есть со спутниками Консат. Также у ребят были работы по строительным материалам новым, по онлайн-платформам. Вот, в частности, у нас была работа, они устроили Алексея по метавселенной, то есть по разработке метавселенной, которая вот очень заинтересовала других участников и вообще руководство Арабских Эмиратов, которые оставили контакты и тоже хотели бы сотрудничать. Кроме этого, представили механическую модель большого адронного коллайдера, были работы. Затем по нашей насущной теме, это по диспенсеру, который автоматически меряет температуру и выдает там дозу антисептика, были работы у наших ребят из Нерюнгри. То есть работы были совершенно разнонаправленные, а критериями
Соответственно, были сами проекты, то есть мы смотрели прежде всего на интересные проекты, которые ребята уже представляли и защищали, и смотрели на владение английским языком, потому что необходимо не только иметь уже готовый проект, который можно представить на международном уровне, но, соответственно, хорошо про него рассказать и как бы ответить на все вопросы, которые будут возникать вот в ходе Экспо. В рамках участия еще у школьников была возможность посетить Экспо, да? Вот какие были впечатления от этого? Поражает. На самом деле это огромнейшее мероприятие, которое прям колоссальных масштабов. Нам выделили около 2 часов на посещение. И, скажем, этого не хватило. Мы успели посетить только 2 полигона. Это российский и турецкий. И они огромные, то есть поражает очень. А вот расскажите, что нужно сделать для того, чтобы попасть вот в ряды ваших делегаций? На самом деле все просто. Нужно любить науку и заниматься наукой, участвовать в мероприятиях, которые проводятся Малая академия наук. Вот, например, одно из самых таких масштабных и популярных — это «Шаг в будущее». Кроме этого, есть и другие мероприятия, которые мы проводим совместно с Сириусом. Это и «Большие вызовы», и другие конференции, мероприятия. Самое главное — придумать идею и, соответственно, довести ее до конца. И вот также хотелось бы, наверное, сказать слова благодарности Целевому фонду будущих поколений, потому что мы как раз совместно с ним работаем. И вот директор Владимир Анатольевич был с нами в составе делегации. Он представлял там международные интеллектуальные игры, которые пройдут в этом году летом у нас в Якутске. И, соответственно, мы предлагали тоже участникам приехать к нам и принять участие в международных интеллектуальных играх. Артем, от лица школьников, скажите, с чего школьникам нужно начать? Как вообще развить Вот, в себе Максим... любовь к науке? Как Максим Анатольевич сказал, это, наверное, шаг в будущее. То есть я тоже через него начинал. Примерно в 7 классе у меня был проект по датчику, который анализирует себя в пространстве. Я участвовал, получал первый опыт. Я тогда, по-моему, ничего не занял, но это дало толчок в плане интереса. То есть я начал заниматься, посещать кванториум и такие места. И после этого уже попал на республиканский этап. Там занял 2-е место, и меня позвали на поездку. Но мы также знаем, что перед вылетом в Дубае ребята прошли такой экспресс-курс, образовательную программу исследовательской школы университетской гимназии при МГУ. Значит ли это, что Малая академия наук Якутии проводит такую профориентационную работу среди школьников республики? Ну, я, наверное, начну, Артем, если что, добавит. Да, действительно, мы как бы стараемся работать, у нас есть очень много партнеров, в том числе и за рубежом, это и Сингапур, и Южная Корея, и многие другие, то есть те организации, университеты, школы, с которыми мы сотрудничаем, и в том числе мы сотрудничаем с Московской гимназией, вот они организовали буквально там за 2-3 дня, вот пока мы находились до непосредственно поездки в Дубае, организовали для нас такой краткий курс, очень интересную программу, где ребята сделали различные лабораторные работы, посетили корпуса МГУ, мы были в НИИ ядерной физики, по-моему, да, там тоже на оборудовании делали лабораторные работы. И на самом деле стараемся, чтобы наши школьники развивались, чтобы поступали в лучшие места и, соответственно, возвращались к нам в республику и здесь уже делали науку и занимались вот такими разными интересными вещами. Думаю, Артем еще со своей точки зрения тоже дополнит, как ему понравилась или не понравилась программа. Да, на самом деле очень-очень интересно. То есть мы были в Институте ядерной физики, и там все на высшем уровне тоже. То есть техника, которая, наверное, нигде, кроме как в Москве, нету. Мы снимали показания, график Солнца, с помощью которого анализировали, какие на Солнце есть химические элементы. Это было очень интересно. Я не думаю, что где-то в Якутске мы сможем так получить, такой эксперимент провести. То есть он трудоемкий довольно. И также мы проводили эксперимент, который позволяет узнать, есть ли магнитное поле на очень далеких звездах. Очень-очень интересно получается. Есть? Да.
Большое вам спасибо за такую интересную беседу. Мы поздравляем вас искренне, желаем вам дальнейших успехов. Ну и, конечно, спасибо вам, что в это утро вы пришли и дали вот такие вот действительно хорошие советы тем, кто сейчас только сидит на школьной скамье, да, и только-только делает свои первые шаги в науке. Да, действительно, спасибо большое, Максим, Артем. Мы желаем вам дальнейших успехов. Ну, а нашим дорогим телезрителям мы представляем самые актуальные новости на этот час, которые подготовили наши новостные обозреватели. Якутия вошла в число финалистов Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в номинации «Территория гастрономического туризма». Престижная премия вручается по итогам 2021 года по 15 номинациям и направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и продвижение индустрии гостеприимства. В конкурсной, деловой и выставочной программе финала премии приняли участие представители 32 регионов страны. По итогам публичных презентаций Якутия стала лауреатом второй степени, а регионом-победителем названа Ростовская область. Якутия была представлена как регион, обладающий огромным потенциалом в сфере развития гастрономического туризма. Мы рассказали о таких направлениях, в рамках которых туристы смогут посетить республику и ознакомиться со всем многообразием якутской национальной кухни, в том числе о национальном празднике Эсэх и ежегодном гастрономическом фестивале «Вкус Якутии». Кульминацией презентации стали зрелищное строгание и дегустация строганины из якутского озерного чира от ресторатора Лукина Иннокентия. Молодежный фестиваль «Мусустар» уже стартовал в районах Якутии. В Якутске он пройдет 25 и 26 марта. Цель фестиваля – предоставить молодежи республики и Дальнего Востока возможности для личного развития и самореализации в разных сферах деятельности, таких как кинематограф и искусство, фэшн, бизнес, спорт, музыка, танцы, мультипликация, журналистика. И в этом году добавилось 2 направления – молодой ученый и ESG-экология. Также стали известны хедлайнеры фестиваля – это Егор Дружинин, Клава Кока, кинорежиссер Алексей Учитель, директор киноиндустрии «Союз мультфильм» Борис Машковский. На этом все. Коллеги, вам слово. А мы продолжаем наш эфир с хорошими новостями. Найденного в конце прошлого года в Ленском районе фламинго перевели в общий павильон зоопарка «Роев ручей». Птица была найдена в ноябре прошлого года с обморожением ног, в январе доставлена в Красноярск. На момент прибытия Гриша, так назвали фламинго, весил 1 килограмм 700 граммов, что критически мало для его возраста. Специалисты определили, что птенец родился весной прошлого года. Птицу выходили ветеринары в карантинной зоне, и сейчас его уже выпустили в общий павильон к стае фламинго. Конечно, немножко взрослые птицы пощипывают его чуть-чуть, но это абсолютно нормально. Фламинго – стайные птицы. Сейчас определится немножко иерархия этого птенца в стае, и все будет замечательно. Главное, что подошли к еде уже в постоянном вольере, и птицы уже кушают. Это очень радует. Значит, все прошло хорошо. Действительно, судьба вот этого фламинго, она просто волновала практически всю нашу республику, потому что для нашей республики это редкостный вид птицы, так еще и в таких экстремальных условиях он был найден. И я прям очень рада, что у него наконец-то все хорошо, и он среди своих сородичей. И на этой замечательной позитивной ноте мы завершаем наш утренний эфир. Я думаю, что мы зарядили вас зарядом бодрости на предстоящий рабочий день. Желаем вам всего самого наилучшего. Не забывайте про то, что вы также можете принимать участие в наших эфирах. Присылайте нам ваши пожелания на WhatsApp номер 8 914 273 44 88, наша Instagram-страница. Ну а все наши эфиры вы можете посмотреть на YouTube-канале Якутия-24. А также, друзья, мы вас поздравляем с 1 марта, первым днем весны. Желаем вам весеннего, теплого настроения, ну и, конечно же, доброго утра.